Танцевальный ансамбль Арктического государственного института культуры и искусств, художественный руководитель Аргир Нямжап. Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в выставочном зале Национального художественного музея Республики Саха-Якутия на открытии выставки «Легенда современных художников-живописцев Монголии». 2025 год ознаменовался открытием двух значимых для города, для республики культурных мероприятий. Это выставка Даши Намдакова «Стихия», а сегодня в выставочном зале мы открываем выставку современных и монгольских художников-живописцев «Легенда». Эта выставка состоялась благодаря усилиям Национального художественного музея Республики Саха-Якутия, Общества Монголо-Саха-сотрудничества, Союза художников и мастеров Монголии, Союза художников Якутии и при непосредственной поддержке Министерства внешних связей по делам народов Республики Саха-Якутия и Министерства культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия. Слово о выставке предоставляется кандидату искусствоведения, заместителю генерального директора по научной и выставочной деятельности Национального художественного музея Республики Саха-Якутия, куратору выставки Юлии Владимировне Кравцовой. Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в выставочном зале Национального художественного музея.
Монгольское изобразительное искусство обладает глубокими корнями и, конечно, опирается на богатую культуру и историю этого уникального региона. Фокусируясь на гармонии с природой и духовными ценностями, монгольские художники на протяжении многих веков создают произведения, поражающие зрителя своей самобытностью и выразительностью. Сегодня мы представляем выставку «Легенда» современных монгольских авторов. Это 4 художника. Я попробую выговорить их имена хотя бы. Это художник Самин Бояр, художник Ганзалик, Цоломон Бояр и Мугбат. А также к нам в гости в составе группы приехал искусствовед, редактор журнала изобразительного искусства Монголии Амгва. Так что давайте поприветствуем наших гостей на нашей якутской земле. Художники являются членами Союза художников Монголии, активными экспонентами многих выставок у себя в стране и за рубежом, и представляют современную линию развития изобразительного искусства Монголии. И здесь мы, когда говорим об искусстве 20-21 веков, то, конечно, говорим о том, что профессиональное изобразительное искусство Монголии прошло в своем развитии стремительные этапы, буквально в течение каких-то 100 лет. Первые 3 десятилетия прошлого столетия от средневековых форм уже перешло к новым формам художественного творчества. 30-е, 90-е годы 20 века связаны с мощным влиянием русской реалистической академической школы живописи. Многие художники получили профессиональное образование, обучаясь в художественных вузах СССР. А 90-е годы связаны, конечно, с открытием мира для художественного сообщества, и художники испытывают влияние искусства многих стран, и в частности, конечно, европейского искусства. И сегодня с вами у нас уникальная возможность как раз ощутить взаимодействие и национальных традиций, и крепкой реалистической академической школы, и влияние европейского искусства на творчество монгольских художников. Выставка называется «Легенда», и мы говорим о том, что национальные традиции это связано, конечно, с эпосом, мифологией, с образами, традициями, обычаями национальной культуры. И здесь вы увидите работы, в частности, художника Цоломон Бояра, который, несмотря на свой молодой возраст, очень эрудированный молодой автор и много читает, и как раз в своих работах представляет образы национального эпоса. Он здесь же, да? Цоломон Бояр, да? Переводить надо. А будет возможность еще, да, художники будут выступать, нужно будет и какие-то даже, наверное, потом вопросы после открытия задать. И так. Конечно, у нас у всех всегда свое собственное впечатление, когда мы смотрим работы художников на выставке. Я хочу сказать о том, что здесь можно познакомиться с особенностями такого национального направления, как монгол-зурак, монгольский рисунок. Это связано, конечно, с искусством буддийской танки, и здесь мы можем увидеть это проявление в декоративности решения
цветового композиции, в условности рисунка, в плоскостности построения пространства холста. И одна, наверное, из главных особенностей направления Монгол-Зурак – это когда художники в композиционном решении выбирают точку обзора сверху, как будто мы с вами находимся на вершине какой-то горы или с высоты птичьего полета. И я хочу всегда придерживаюсь мнения такого, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Поэтому я желаю всем нам сегодня составить свои собственные впечатления о творчестве наших замечательных гостей, погрузиться в мир прекрасного монгольского искусства с его яркими, сочными, декоративными цветовыми решениями. А нашим художникам я хочу пожелать дальнейших творческих свершений, новых выставочных проектов и произведений. Для приветствия предоставляется заместителю министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия Марине Владимировной Силиной. Добрый вечер, дорогие коллеги, уважаемые гости. Примечательно, что именно в прошлом году, примерно в это же время, мы встречались немножко с другой группой наших друзей из Монголии. И, видимо, весна является таким временем года, когда друзья добрые встречаются на родине, в Якутии, а мы тоже скоро собираемся в Монголию. Ну, а если говорить серьезно, то, конечно же, наши творческие связи очень, можно сказать, давние. Началось, наверное, это давно еще не с художников, скорее всего, а с гастролей Государственного театра оперы и балета в Монголию, а также постановки монгольских дирижеров и художников спектаклей театра оперы и балета. Да? Затем мы стали более активно общаться, и, конечно же, вот в последнее время проходят наши совместные выставки. Впереди нас ждет Иссех мира в Монголии, где мы, конечно же, будем друг другу показывать мы свой праздник, вы свой праздник, да, и это будет как раз обменом энергией, творчеством, вдохновением. Хотела бы тоже напомнить гостям выставки, что в Монголии, в Улан-Баторе существует такой общественный музей Хамуса, и на наших конкурсах «Хамусист Виртуоз мира» приезжали конкурсанты как раз из Монголии, вот в последний раз, и была эта женщина удостоена спецприза. Ну, конечно же, еще раз повторю, что наши связи очень давние. Я сама, как человек искусства, училась в Уральской государственной консерватории, а эта консерватория являлась кузницей кадров и монгольских музыкантов. Оттуда очень много певцов, композиторов, музыкантов, и мы до сих пор общаемся, естественно, дружим, потому что музыкальный и творческий мир, он очень тесный и маленький, хотя на самом деле мир большой. А в знак признательности работу, которую проводит Амар Жаргал, мы хотели бы наградить ее благодарственным письмом, но и впереди нас ждет замечательный день, день 8 марта, женский международный праздник. Мы тоже хотим ее поздравить, замечательную, красивую женщину с этим днем. Вас поздравляет солист Государственного театра оперы и балета имени Сорон Амалана Михаил Нямгава с песней «Улан-Баторский вечер». Слова Сайдуджак, музыка Порвет Дорж. Добрый день, с наступающим праздником вас. Sevdim
Всем большое спасибо. Конечно, с наступающим праздником вас. Спасибо. Национальный художественный музей Республики Саха-Якутия и Общество Монголо-Саха сотрудничества связывают давние дружеские связи. В 2017 году в стенах музея состоялась выставка «Хозяева степи» художников Монголии Буровин Оюнбаяр и Нямхугин Хагва Сурена. Слово предоставляется генеральному директору Национального художественного музея Республики Саха-Якутия Владе Владиславовне Тимофеевой. Добрый день, уважаемые гости, дорогие друзья. Действительно, связи Монголии и Якутии очень давние. Я хочу вспомнить Афанасия Николаевича Осипова, который многократно ездил в Монголию, вдохновлялся пейзажами этой уникальной страны. И очень символично, что его триптих «Архангайские араты» находится в собрании Третьяковской галереи, а картина «Песня Гоби» в Государственном русском музее. Вот эти культурные древнейшие скрепы нашей земли и Монголии, они всегда ощущались, и особенно художниками. Афанасий Осипов говорил, что вот когда я ступаю на эту землю, на Монголию, я чувствую вот эти какие-то, древние наши связи. И я думаю, что эта выставка современного искусства, она очень яркая, она современная, действительно. Здесь специалисты, мы тут много говорили, и элементы аниме видим, элементы фавизма видим, но, конечно, все это монгол-зурак. Да, в первую очередь традиции. Не случайно названа выставка «Легенды», потому что базируется современное искусство Монголии и современное искусство Якутии, конечно, на культурных традициях. И только своей самобытностью мы сильны и интересны этому миру. Вот, не случайно наш год был открыт образами намадов, тенгри,
Вот мы сегодня вспоминали Дашина Мдакова, да, который воплощает в своем искусстве вот этот образ кочевника. И, конечно, продолжая эту линию, мы открываем выставку современного искусства Монголии. Я поздравляю искренне авторов, они уникальные. Есть художники, которые воспевают коня, это ключевой образ для наших культур. Есть художники, которые пишут прекрасные пейзажи, причем напоминающие нашего Осипова чем-то, это горы, овеянные легендами, древними легендами этой земли. Каждому художнику я хочу вручить благодарственное письмо Мухаббат. И, конечно, альбом, посвященный Афанасию Осипову. То есть, вот такие наши связи культурные. Пожалуйста, Гонзалик. Мастер лошадей. Соломон Бояр. Молодой художник, который в своем творчестве совместил, скажем, влияние Кореи, как аниме, мы вспоминали, да, и традиции. Сайон Бояр. Сайон Бояр в прошлом году со мной познакомился в кабинете заместителя министра Марины Владимировны Силиной, и тогда мы обговаривали вот этот выставочный проект. Важность сохранения национальных традиций в современном искусстве, преемственность художественных практик содействует формированию идентичности художников и способствует обогащению и разнообразию палитры международного художественного пространства. Общество Монголо-Саха сотрудничества было основано в апреле 2015 года. Очень многое объединяет наши народы, якутский и монгольский. Это, конечно, климат с суровой зимой и теплым летом. Растительный мир, прекрасные хвойные деревья, лиственница, кедры, сосны. Ну и, конечно, язык. Как считают ученые Радлов и Калужский, в якутском языке около 30% слов имеют монгольское происхождение. Темы истории, современности и уникальности культуры объединены в художественных объектах, образах, выставки, легенды. Слово предоставляется председателю общества Монголо-Саха сотрудничества Амажаргал Балженян и члену Совета правления Союза художников и мастеров Монголии, живописцу Санин-Бояру Амгалан Батару. Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги. Мне кажется, всех я уже тут знаю за 10 лет. Хотя вообще-то с 2005 года я уже знакома с Якутией. Зинаида Ивановна, очень приятно вас видеть здесь. Собрали тоже большую аудиторию. Приехали с выставкой «Легенда». Очень много рассказали о наших художниках. Я просто коротко скажу, что язык искусства, он не переводится, и поэтому у всех
виде искусства, при слышании вот, песен, да, и при видении танца. У всех создаются вот такие окрыленные хорошие чувства, поэтому искусство, оно всегда высочайшее, вот, что дано человеку. Коротко сказать, что я очень волнуюсь. Вот. В Инхаиме уже мы выставляемся дважды, но хочу сказать еще и слова благодарности, конечно, Владе Владиславовне, вот, и наши художники, и вашему коллективу, очень профессиональному, как заметили наши друзья монголы, они сказали, музей вообще шикарный, и организация, она вообще на высоком уровне. Вот, и всем понравилось, как вы работаете, всем коллективом, всем профессионализмом совсем. И от наших художников, пожалуйста, вам подарок. Вот эта картина, да, ребята, идем сюда. Вот эта картина нарисована художником Канзаригом, и она имеет название «Очаг». Вот эти три треугольника, да, они обозначают мать, отца и сына, то есть будущее поколение. Вот. И треугольник, он создает вот такой атмосферу, образ. Этот треугольник никогда не рушится, и это и есть ваш очаг. Спасибо большое. Огонь – это любимое животное, как монголов, так и якутов. Дальше в знак благодарности Министерству культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия наши художники дарят в дар тоже картину. Это очень интересная картина, да? Наши художники были одухотворены, вот когда приехали в Якутию, буквально на днях, вот 2 дня тому назад, художник Саним Бояр нарисовал 3 серьги. И в знак уважения спасибо огромное за организацию и за поддержку, за постоянную вот, поддержку со стороны министерства. И у нас еще была, то есть подарок, картина Министерству внешних связей по делам народов, но он уже там висит, и мы сегодня утром встречались с министром Кириллиным, он сказал, пусть висит, так что мы потом, когда будем в зале, мы покажем, какую картину наши художники подарили министерству. Так, следующую картину мы хотим поблагодарить от всей души Ольгу Афанасьевну и Союз художников Якутии. Спасибо большое за поддержку, за эти все буклеты, которые вы там видите, да, это были их работы. Вот, и спасибо за наши будущие проекты, за наши все проекты, которые мы уже сделали, и за этот сегодняшний день. Я хочу всем сказать, выразить слова благодарности, особенно продолжим, да, вот, Юрию Васильевичу Спиридонову. Наше общество уже существует 10 лет, и мы неразрывно связаны, да, с арт-галереей «Ургель». В этом «Ургеле» возрождались наши вот, выставки, которые уже не будут нескончаемые, то есть нескончаемые, да, вот, и дальше будут проекты, и еще новые проекты, да, от Союза художников Монголии, и мы, короче, таким широким фронтом надвигаемся на вас, короче, да,
на Якутию, и мы очень хотим, чтобы и тоже вот Якутия, да, тоже с таким широким фронтом приезжали к нам со своими выставками, и это не за горой, мне кажется, вот. Дальше вот, позвольте, ну, я всех перечислю, чтобы это... Союз художников и мастеров Монголии, он у нас называется, да, вот, и Соним Бояр, он является как раз членом Совета правления Союза художников и мастеров Монголии. Ему даем несколько слов. За бүгд якутчуудаа сайн байцгаана уу? Өдрийн мэнд хүргэе. Тэгээд та дэлхийн хамгийн хүйтэн газар байгаа ч гэсэн та бүдний халуун дулаан сэтгэлийг мэдэрсэн болохоор би дахин хүрэлцэн гэмтэй. Тэгээд дахин ирж та бүдэнтэйгээ уулзах болно гэж хүсэж байна. Тэгээд үзлэн юмд таарсан сонирхно гэж хүсэж байна. Я уже в Якутии во второй раз и почувствовал тепло вот, людей якутского народа, людей, которые живут в таких суровых зимних условиях, да, хотя зима, она очень продолжительная в Якутии, но тут живут люди с большими сердцами, с теплыми и добрыми глазами, да, и поэтому он уже при себе подумал, все, здесь буду проводить разные проекты. Короче, ждите большой контингент наших художников. Позвольте мне поблагодарить всех, кто участвовал в организации, в помощи, да, вот, нашу куратора Юлию Владимировну, искусствоведа. Мы с самых первых дней вот с ней уже связались, да, и нашли общий язык. Мы на одной волне, короче, оказались. Вот. И вторым нашим куратором является Маргарита Керенская, которая, где она наша, вот, которая была готова, да, помочь в подписании доверенности, потому что мы уезжаем, а выставка остается, и до 30 марта вы сможете все посетить вот эту выставку, а потом наша выставка, она перекочует, наверное, в Иркутск. Вот, и об этом мы 7 марта, когда уезжать будем через Иркутск, мы уже договариваемся с нашим генеральным консульством в Иркутске. Вот. Позвольте выразить слова благодарности тоже Карлу Лазаревичу, Сергучеву и Заргалане, которые нам предоставили возможность подрамники сделать. Ну, все вот буквально мои друзья и наши друзья, они все вот, кто как может, да, все помогают. И Анатолию Павловичу Николаеву, ему низкий поклон, потому что в 2005 году мы впервые познакомились, и он мне дал возможность познакомиться с Якутией, открыл, короче, для меня эту хорошую страну, вот такую прекрасную страну, прекрасный народ и моих друзей. Короче, вам низкий поклон. Антону Павловичу тоже от нас подарок есть. И Галина Николаевна из Хатеатра, потому что сегодняшний фуршет не смог бы состояться без их помощи. Галине Николаевне низкий поклон, Махтал, Александру Кирилловичу Павлову за организацию нашего лунного Нового года среди друзей, да? Потому что, да, Анатолий Павлович, пожалуйста, от наших художников. Этот человек, он стал как мой отец, да? И, кстати, первую выставку в НХЛ, кстати, организовал Анатолий Павлович, вот. Поэтому... Спасибо. Вот, первая встреча с Монголией была в 2005 году. Сахатеатр гастролировал в 2005 году в Монголии. А потом в 2006 году по поручению Министерства культуры была встреча двух государств, которые получили Оскар. Эй, почему Оскар? ЮНЕСКО.
Да, наш Олонхо и монгольский вызывали смеются. Олонхо Буртунду. Вот там такое мероприятие было, так что у нас связи очень давно, а вот Амра к нам приехала первый раз в 2006 году, и с этого года она каждый год, иногда 2 раза к нам приезжает. Спасибо, Амра. Ну вот в эти дни у нас до сих пор проходит наш лунный Новый год. Он продолжается где-то неделю. Вот, и мы вот все... Он у нас очень отличается от китайского или азиатского Нового года, и поэтому мы постарались вот показать, и все надевают национальные одежды, ходят друг к другу в гости, сперва к пожилым своим родственникам, да, и отдают дань, как бы вот, приветствуют, это называется у нас дзолгох. Вот. Так, дальше. Ну и мы попали тоже в Масленицу. Кстати, тут вообще эти мартовские праздники начались, да, и поэтому нам вообще повезло. А завтра нас еще и пригласили на День народного мастера Якутии. С удовольствием мы туда пойдем и будем шествовать на параде. Мы еще стараемся с нашими... Ой, спасибо огромное. Благодаря Амали, да, я дважды была приглашена в международный фестиваль моноспектаклей. И последний раз, когда 2 года тому назад, да, я стала победительницей мира. Лучшая актриса получила. Вы представляете? Вот Спасибо. Спасибо. Вот какие наши друзья, вот, их очень-очень много. Я буквально сейчас всех хочу перечислить. Да? У нас такая традиция, что когда приезжают наши художники, они стараются еще и заниматься благотворительностью. На этот раз мы вместе с благотворительным фондом Храсхал провели мастер-класс для детей-инвалидов, например. Да? А потом еще вчера у нас был мастер-класс в детской школе, художественной школе имени Кима. Вот. И спасибо огромное, да, вот, за организацию мастер-класса директору этой школы Птицыну Николаю Анатольевичу и нашим художникам Эдите Степановне и Марии Гуляевой. Эта школа, она подписала в прошлом году меморандум о сотрудничестве с нашим детским центром творчества. Вот и будут еще и детские выставки. Ну и, конечно, всех моих друзей, неформальное объединение Арсаха, моих подружек, с которыми я уже 20 лет дружу, Наталью Охлопкову, Саргалану Барахову, Софью Владимировну Булчукей, наших друзей Петровых, Наталью, Игоря, Марианну, Лену, всех люблю, Хатулаевых, Германа и Клавдию, да? Ой, очень много друзей у нас, всех наших художников и всех друзей. Галина Николаевна подоспела, уже приехала, супер, Кирге, Камилек, вообще всех мы знаем, со всеми дружим, со всеми хотим сотрудничать, да, и бывшего министра Юрия Степановича, мы с ним тоже так подружились, когда был приезд, официальный визит на правительственном уровне в 2022 году. Я вот как раз курировала культурную вот делегацию. Вот спасибо огромное, что посетили, спасибо огромное, что все пришли. Наших монголов, которые здесь выступали, да, Балторш, наш любимый Балторш, вот, и нашего Аргила я, кстати, сюда в Агики тоже включила и Бартху, и наших студентов. Всех любим, всех обнимаем. Михаила Владимировича Немгава, он тоже является потомком нашего очень известного кино и театра режиссера. Вот.
и нашего друга Владимира Иванова, друзей из Камелька, из Алтанарт, Катерину Григорьеву. Ну, всех мы любим. Спасибо огромное всем за поддержку, за такое уважение и на выставку. Много слов, слишком много сказала. Маш олон таньдаг хүмүүс ингээд бүрдээ ирсэн байна. Тэгээд маш олон хүмүүс ингээд нэгдээд хацаад баяртай байна. Тэгээд бүгдээ амжилт хүсье бас хамт үзсэн гарч байгаа зураач нартай энэ бүгдийг хамгийн гол гомбо болж гисэн. Аврагчтай маш их баяртай музей хамт олонтой бүгдээ харж байгаагаа хэлмээр. Всем огромное спасибо, что сегодня вот так пришли. Мы, если честно, вот не ожидали увидеть столько много людей на открытии нашей выставки. И спасибо вот нашим коллегам, которые согласились сюда приехать. Это была его идея, Санин-Бояра, если честно, да? Молодец. Всем огромное спасибо. Спасибо еще и Юрию Васильевичу за то, что он организовал тоже мастер-классы, да, у него в Ургеле. И завтра у них будет еще и мастер-классы. И поэтому это... Здравствуйте. И, пожалуйста, с удовольствием приглашаем вас на выставку. Слово для приветствия предоставляется председателю Союза художников Якутии, художнику, живописцу, дизайнеру Ольге Афанасьевне Скориковой. Здравствуйте, дорогие друзья! Я свое поздравление хочу начать немножко не с того конца. Хочу поделиться с вами воспоминаниями, как мы с Амарой, передвигаясь по Монголии, будучи гостями уже в Монголии, были остановлены гаишником монгольским, и Амара стала так страшно ругаться, что мы все чуть ли голову в плечи не втянули, потому что, ну, Амару мы знаем как очень приветливого, уравновешенного человека, всегда улыбающийся, а тут она очень разгневалась, да, и стала буквально кричать на этого гаишника, вся покраснела, как-то с ним в конце концов объяснилась, нас отпустили и поехали дальше. И мне кажется, что вот эта сцена, она очень ярко характеризует Амару. Это страшно энергичный человек. Вот у него энергия, наверное, 10 людей. И все, что ей мешает, все, что ее останавливает, ее страшно раздражает. Она вот готова просто уже вступать в борьбу. И я это очень быстро поняла, познакомившись с Амарой в 22 году. Я оказалась как будто втянута сразу же в какой-то водоворот событий. Уже через полгода я сама была на пленэре в Монголии, да, где нас ожидало прекрасное гостеприимство, пленэр, удивительные, значит, музеи их улан-баторские, да, уникальная монгольская культура. И, как вы знаете, неоднократно якутские художники посещали Монголию в рамках различных мероприятий и личных выездов, и пленэров. И вот Юрий Степанович сегодня вспоминали, да, которые тоже с его легкой руки побывали, еще одна партия художников Монголии. Мы, конечно, вам очень благодарны. И в ответ мы хотели бы вам подарить одну картину со значением. Поскольку мы с Санин-Бояром замечтали о том, что у нас будет совместный пленэр в Якутии, да, дай бог он состоится, и мы хотим, чтобы это был север обязательно, либо тундра, либо поездка в Тикси. И в знак этого, как символ мечты, мы дарим работу Вячеслава Дмитриевича Артамонова, заслуженного деятеля искусств Республики Саха-Якутия. Это река Лена и остров Стоп, наш известный неподалеку от Тикси. Надеюсь, что мы сможем там с вами побывать. Для Мары у нас такой небольшой подарок. Как вы знаете, мы люди практичные, всегда любим дарить не цветы, а что-нибудь утилитарное. В данном случае это футболка с авторским принтом от нашего члена Союза художников Надежды Комиссаровой.
для ваших удобных путешествий. Ну и тут у меня еще приветственные адреса, уже много времени прошло, я лично зачитывать не буду, и художникам передам просто целой пачкой. Спасибо за внимание, всех поздравляю за сегодняшнее событие. Слово для поздравления представляется министру культуры и духовного развития Афанасию Ивановичу Ноеву. Добрый день, дорогие наши монгольские друзья. Разрешите вас поздравить с приездом, с открытием уникальной выставки, пожелать счастья и добра. Дорогие друзья, рад вас всех видеть. Юрий Степанович здесь находится, министр культуры, так, который работал, тоже внес вклад в деле дружбы наших народов. Также, да? И сегодня я как министр вас приветствую. Это говорит о преемственности, о том, что мы сохраняем традиции, которые были заложены еще в советское время. Так? И поэтому вообще советско-монгольские отношения, дружба и якутско-монгольские отношения, которые сложились в советское время, они продолжаются в новейшей истории России, нашей республики. Это замечательно. И то, что мы, народ Саха, имеем основы степной культуры, культуры, которая связывает скифскую и тюркскую, оно, безусловно, связывает наших монгольских друзей. И поэтому мы всегда рады любому проекту, и тем более творческому проекту, который связывает наших художников. Я сегодня благодарю, что наш Национальный художественный музей, очередной проект, да, реализовали Союз художников. И сегодня я хотел бы еще слова благодарности сказать нашим гостям от имени Министерства внешних связей нашей республики, которое, безусловно, способствовало и тоже нам помогли организовать приезд наших друзей, потому что это межгосударственные отношения России и Монголии и межнародные, да, международные. Поэтому это, безусловно, идет через Министерство внешних связей и Министерство культуры. Поэтому мы говорим вас большое спасибо, что приехали, и чтобы вы, наверное, здесь как дома, потому что здесь мы волновались, и вот Национальный художественный музей, потом Министерство внешних связей, мы несколько раз встречались, как встретить вас, и получится ли вот, как получится, и замечательные картины, произведения, которые вы привезли, оно будет именно одним из еще таких проектов, которые будут связывать наши народы. И, конечно, мы хотели, чтобы больше посетителей было, больше людей. Так, я хотел бы сказать, что мы, вот Марина Владимировна, заместитель министра культуры и духовного развития, она приветствовала. Так, и я хотел бы, продолжая ее мысли, сказать, что мы реализовали замечательный проект, связанный именно с музыкой, классической музыкой. И мы провели именно с Монголией, Россия, Республика Саха-Якутия, Бурятия, Иркутская область, фестиваль Махтал для одаренных детей. Именно Высшая школа музыки. И вам большое спасибо, что приняли наших детей. Так, мы благодарим, что действительно при поддержке вашего правительства, министра культуры, мы это реализовали. Вот. И поэтому мы хотели бы именно об этом сказать для общественности, для вас, что действительно у нас очень многое связывает. Всем счастья и добра. Күнді жомут, бача, кере,
үтүө саналах монгол даваттарбут üyeleri umardan beyni kıtta bir uru han jommut gelenler sıllata bu biyaka beylerin norvatların ayılgaların beylerin köyülerin kördürüldüre biyaka bir etinden sana sol is körü isti bolar onun biyegi bu doğurduğunu öyle tutuqtaqpıt onun örüytün kinleri ötükü vidiyaqtaqpıt yen ödekun bağına onun biyegi kölönetten kölöneğe berilden yer bu ulu mongol narodun kıtta sitimmet bıstıspatın biyegi sakan orada horoktor otut bırıyan değiller horoktor bihem bırıyan değiller tılbıt hakatıla mongol törüttaq onun biyegi ontoybutun umnuvakkabıtıra biyegi tüm bulurgi istoriyabıtın halgan bilegen anıgı yağa anıgı kem mongolların kıtta heviyastayarbit bu ütüye sana bunu ütüye kalbur bolar. Onun iyaka maqtanabın bugün oğu setbaq kiykalbit onun ehegi ütçattar gitigar, oğulur kutugar, tamarastar gitigar manlık bıstap karlımını diyen kepsen ipsen elbaq ki gördün gittin. Barga maqtan bu. Дорогие друзья, для вас выступает заслуженный артист Республики Монголия и заслуженный артист Республики Саха-Якутия Балдорш Хухе, флейта.
Подводя итоги, можно отметить, что современные монгольские художники создают произведения искусства на основе своего жизненного опыта, связанного с традициями своего родного края. В живописных работах, наряду с выражением общечеловеческих проблем, рождаются и возникают темы, связанные с поиском и отражением культурной идентичности. Экспозиция легенды показывает, что визуальная коммуникация не имеет границ и является международным языком, благодаря которому художники находятся в едином контексте. Дорогие друзья, объявляем торжественную церемонию разрезания ленты как символа официального открытия выставки. Почетное право разрезать ленточку предоставляется Тимофеевой Владе Владиславовне, Скориковой Ольге Афанасьевне, Санинбаяр Амгалан Батар, Мутбат Норок Хелже, Товмон Баяр Палатар, Гамзарик НК Баяр. Наши художники хотят еще добавить чуток, потому что есть что сказать. Юрий Васильевич таныг бас урьж байна би зургийнхаа дэжийг бэлгэлсэн. Это специально Юрию Васильевичу и арт-галерее Урге за то, что вы всегда поддерживаете с распростертыми руками и принимаете наших художников как старший брат. Дорогие друзья, мы очень тронуты, художники Якутии, с приездом наших друзей. Они не впервые у нас. Вот в течение 10 лет наш проект работает с Амара. И сколько выставок, очень много выставок было в арт-галерее Ургали. Там были и Министерство культуры тоже некоторые наши замы. Но большого такого открытия еще я не видел. Поэтому я хочу поздравить сотрудников музея за очень хорошую организацию этой выставки, за то, что очень довольны наши друзья, и пусть продолжится наше сотрудничество и дружба, и пускай будут пленеры и в Якутске, и в Улан-Баторе.